У нас, то есть, принцип какой? То есть, когда собираются дети, то есть, пользуясь таким методом, как социологические опросы у детей, вот для себя интересную вещь такую выяснила, что из еды они всегда помнят только торт или что-то сладкое, что было в конце. Мгм. Поэтому, то есть, нужно внимательно к этому подойти, и минимум еды для детей, она должна быть очень простая, понятная и легко употребимая. Легко употребимая, потому что дети, то есть, невозможно, нету такого количества персонала, который может за ними смотреть, их там 20 или 10 или 15, деток очень много, поэтому они должны помочь себе сами. Это же максимально просто, максимально Здорово. Вот безопасно. это очень хороший совет. Более того, я бы, наверное, хотел вообще обратиться ко всем вот женщинам страны, которые организуют детские праздники. Да. Вот лучше пусть детский праздник характеризуется избытком клоунов, Да, там и хорошего прогулок, настроения. свежего воздуха, Да. прыганий, игр и так далее. Но хочу вот всех убедить в том, что количество разносолов на столе не имеет никакого Значит, отношения к организации детского Абсолютно. праздника. Дети это не запоминают. Но вы просто. понимаете, ведь в чем беда? Нам очень надо, чтобы это услышали абсолютно все, потому что ведь для нас главное, к сожалению, что люди скажут. Ходили к тегибкам на день рождения, так кроме тортика даже ничего не дали. Вы понимаете? Это же тоже аргумент. Вы понимаете? К сожалению, ментальность-то очень трудно переделать. Вы понимаете? Да, ну поэтому, то есть нужно слушать своих детей. Устами ребенка глаголит истина. Супер. Значит, То есть, если оказывается, ребенок, да, давайте когда слушать мы... своих детей. Вот если они- поэтому давайте перед тем, как организовывать Какие-то, праздник, подойдем да. к ребенку и спросим, чего бы ты хотел Да. на праздник? И с очень малой вероятностью ребенок скажет, что он на праздник хочет и начнет перечислять продукты, да? Да, абсолютно. Это исключено. Мы такие уже Вот. исследования И делали вот среди своих и знакомых. детей. фактически мы на самом деле сейчас, может быть, формируем стратегию медицинской безопасности праздника. Более того, чем больше, это я говорю к каждой женщине, которая будет накрывать на стол, чем меньше продуктов разных будет на столе, тем меньше риск чем-то отравиться, что-то переесть Да. и так далее, и так далее. Своим Опять-таки, детям, да, да. когда ребенок видит что-то очень вкусное, то он начинает есть не потому, что он голодный, да, а потому, что он получает удовольствие от вкуса. Но, кстати, опять-таки, с точки зрения вот человека как биологического вида, дети там в пещере, они же ели последними. Вот когда наедаются мама и папа, тогда только доедают дети. Потому что жизнь стаи определяется здоровьем самцом и самок. А детеныши это так, мы себе новых наделаем. Может, потому что они маленькие. Может быть, они не могут участвовать в битве за эту тушу, да? Да. Вот. То есть дети по природе, они обжираться не умеют. И очень часто, когда на следующий день после застолья дети попадают в больницы, то виноват будет тот, кто это застолье организовывал. Правильно. Поэтому, коль скоро вы его организуете, вот уйдите из-за стола. Вот это глобальный совет, вот надо, чтобы все его услышали. Дорогие друзья, спасибо, что вы с нами, и будьте всегда в курсе последних наших новостей. Подписывайтесь на наш канал в YouTube.